Ченебай Турсунбеков не был обычным политиком. Это был поэт, интеллигент старой закалки, человек, для которого слово «намыс» — честь — было не просто понятием, а смыслом существования. В кыргызской культуре есть концепция «уят» — стыд перед обществом, позор, который страшнее физической боли. Для таких людей, как Турсунбеков, публичное унижение равносильно смертному приговору. Он вырос в семье, где отец учил: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Он прошел путь от сельского учителя до спикера парламента, сохранив репутацию человека слова. Его стихи учили наизусть школьники, его речи цитировали журналисты. Но в 2017 году что-то внутри него сломалось. Коллеги вспоминают, после одной из встреч с президентом Турсунбеков вернулся в свой кабинет, закрылся на 2 часа и не отвечал на звонки. Когда помощник наконец вошел, спикер сидел у окна и смотрел в одну точку. «Всё кончено», — сказал он тихо. Что могло так сломать человека, который пережил распад Советского Союза, революции и политические кризисы? Алмазбек Атамбаев был полной противоположностью Турсунбекову. Если спикер был поэтом и дипломатом, то президент — это бульдозер, человек грубой силы и прямых угроз. Бывшие соратники описывают его стиль управления одним словом — подавление. Он не терпел конкуренции, не прощал несогласия и воспринимал любую самостоятельность как предательство. В его окружении ходила фраза, которую он часто повторял своим оппонентам: «Мен сени тубынуджитем» — «я доберусь до твоих корней». В кыргызском языке это не просто угроза карьере, это обещание уничтожить человека полностью, его репутацию, его семью, его место в истории. Согласно источникам из президентской администрации, Атамбаев использовал эту фразу как психологическое оружие. Он знал, для интеллигента вроде Турсунбекова страх позора сильнее страха тюрьмы. И он умел бить именно туда, где больнее всего. Весной 2017 года в политических кулуарах Бишкека все говорили об одном. Ченебай Турсунбеков готовится объявить о своем участии в президентских выборах. У него была поддержка интеллигенции, уважение в парламенте и репутация честного человека — редкость для кыргызской политики. Но Атамбаев уже выбрал своего преемника — Сааранбая Жээнбекова, послушного технократа, который не посмел бы оспорить волю своего патрона. Появление Турсунбекова в гонке разрушало весь план. Президент не мог позволить, чтобы власть ушла к человеку, который не был ему обязан. И тогда, согласно свидетельствам из ближайшего окружения, Атамбаев принял решение. Турсунбекова нужно остановить не аргументами, а страхом. Не политическими методами, а психологическим давлением. Не в публичном пространстве, а в закрытом кабинете, где никто не услышит, как ломают человека. Встреча была назначена на вечер 23 марта 2017 года. Официально для обсуждения парламентской повестки. Фактически для разговора 1 на 1, без свидетелей и протоколов. Турсунбеков пришел в президентскую резиденцию в 7 часов вечера. Охрана запомнила. Он был спокоен, даже улыбался, обменялся парой фраз с секретарем. Но когда через 1,5 часа двери кабинета открылись, из них вышел совершенно другой человек. Лицо серое, руки дрожат, походка неуверенная. Один из охранников позже рассказывал журналистам: «Я подумал, что ему стало плохо с сердцем. Он держался за стену, чтобы не упасть». Турсунбеков отказался от предложения вызвать врача, сел в машину и уехал. А на следующее утро его помощник сообщил прессе: спикер парламента снимает свою кандидатуру с президентских выборов по состоянию здоровья. Что произошло в том кабинете? Какие слова были произнесены? Что человек, мечтавший о президентстве всю жизнь, за одну ночь отказался от своей мечты? 3 человека из ближайшего окружения Турсунбекова согласились дать комментарии для этого расследования при условии анонимности. Их версии совпадают в ключевых деталях. По их словам, Атамбаев начал разговор не с политики, а с личного. Он упомянул семью Турсунбекова — жену, детей, внуков. Не прямыми угрозами, а намеками, которые в кыргызской культуре звучат страшнее любых обещаний расправы. «Твои внуки учатся в хорошей школе», — сказал президент, согласно одному из источников. Было бы жаль, если бы их репутация пострадала из-за амбиций деда. Затем разговор перешел к самому Турсунбекову. Атамбаев напомнил ему о каждой ошибке за 30 лет карьеры,
о каждом компромиссе, о каждом решении, которое можно было интерпретировать как коррупцию. «У меня есть досье на тебя», — якобы сказал президент. «Если ты пойдешь на выборы, я опубликую его, и твое имя, которое ты строил всю жизнь, превратится в грязь за одну неделю». Для человека, чья честь была смыслом жизни, это было хуже тюрьмы. Это было моральное уничтожение. Но самый страшный удар был нанесен в конце разговора. Атамбаев произнес фразу, которая, по словам источников, сломала Турсунбекова окончательно. «Мен сени түбүмө. Я доберусь до твоих корней». В кыргызском менталитете это не просто угроза одному человеку. Это проклятие всему роду. Это обещание стереть память о тебе, опозорить твое имя так, что даже внуки будут стыдиться произносить фамилию. Для поэта, для интеллигента, для человека, который всю жизнь писал о чести предков, эти слова были равносильны смертному приговору. Один из близких друзей Турсунбекова вспоминает. «Чыныбай позвонил мне той же ночью. Он плакал. Я никогда не слышал, чтобы он плакал. Он сказал: «Меня сломали. Я больше не могу». Я спросил, что случилось. Он ответил: «Он украл у меня будущее, и я не могу ничего сделать». На следующий день Турсунбеков объявил о выходе из гонки, а через 8 месяцев его не стало. Медицинские документы показывают, после марта 2017 года здоровье Турсунбекова резко ухудшилось. Сердечные приступы стали регулярными, давление скакало, он начал терять вес. Врачи диагностировали острый стресс, но не могли понять его причину. Турсунбеков отказывался говорить о том, что его тревожит. Он замкнулся, перестал писать стихи, избегал публичных выступлений. Коллеги по парламенту замечали, он словно угас изнутри. «Это был не тот Чыныбай, которого мы знали», — вспоминает один из депутатов. Он ходил на работу, выполнял обязанности, но глаза были пустые. Как будто душа уже ушла, а тело еще функционировало. В кыргызской медицине есть понятие жирёк-орусу — болезнь сердца, которая возникает не от физических проблем, а от душевной боли. Врачи называют это психосоматикой. Но для кыргызов это реальная болезнь, которая убивает не хуже рака. Мог ли тот разговор с Атамбаевым стать спусковым крючком для болезни, которая через несколько месяцев унесла жизнь Турсунбекова? Есть еще одна деталь, которую скрывали от общественности. За неделю до своего ухода из жизни Турсунбеков попросил встречи с одним из старейших аксакалов Кыргызстана, человеком, чье мнение уважали даже президенты. Встреча состоялась в частном доме, без свидетелей. Но аксакал позже рассказал своим близким. Турсунбеков пришел не за советом, а за прощением. Он сказал мне: «Я предал свой народ. Я испугался и отступил. Теперь страна получит президента, которого выбрал не народ, а один человек». Передавал слова аксакала его внук. Я спросил его: «Почему ты не боролся?» Он ответил: «Потому что он угрожал не мне. Он угрожал моей семье, моему имени, памяти обо мне. Я не смог рискнуть». Аксакал благословил его и сказал: «Аллах видит твое сердце. Ты не трус. Ты жертва системы, где один человек решает судьбы всех». Через 5 дней Турсунбекова не стало. Официальная причина — сердечная недостаточность. Но те, кто знал правду, понимали, его сердце не выдержало ни болезни, а тяжести того выбора, который ему навязали. Атамбаев никогда публично не комментировал смерть Турсунбекова. На похоронах он появился на несколько минут, выразил соболезнования семье и уехал. Никаких речей, никаких эмоций. Но люди из его окружения рассказывают, в узком кругу президент позволял себе циничные замечания. «Слабак», — якобы сказал он однажды за закрытым ужином. Не выдержал давления, значит, не был готов к большой политике. Эти слова, если они правдивы, раскрывают философию Атамбаева. Власть — это игра без правил, где выживает не умнейший и не честнейший, а самый жестокий. Турсунбеков был слишком интеллигентен для этой игры. Он верил в честь, в слово, в репутацию. А Атамбаев верил только в силу. И когда эти два мира столкнулись в том кабинете мартовским вечером, победил тот, кто был готов играть грязно. Но была ли это победа? Или это было убийство? Не физическое, а моральное. Когда человека ломают изнутри,
лишая его воли к жизни. Сегодня, спустя годы после тех событий, в Кыргызстане все еще спорят. Был ли Турсунбеков героем или слабаком? Должен ли он был бороться до конца, несмотря на угрозы? Или он сделал единственно возможный выбор, защитив свою семью ценой своей мечты? Но есть вопрос более важный. Что это говорит о системе власти в стране, где один человек может сломать другого одним разговором? Где угроза репутации страшнее угрозы жизни? Где понятие «уяд» — стыд — используется как оружие массового поражения против тех, кто еще верит в честь? Турсунбеков умер, но его история осталась. И она задает вопрос каждому из нас. Сколько стоит наша честь? И готовы ли мы заплатить за нее жизнью? Представьте себе человека, который всю жизнь лечил самых влиятельных людей страны и хранил их секреты как святыню. Доктор Талант Аргишов, личный кардиолог Чыныбая Турсунбекова, согласился впервые за 7 лет нарушить врачебную тайну. То, что он рассказал, переворачивает все наше понимание последних месяцев жизни спикера. В его архиве сохранились медицинские карты с пометками, которые он делал после каждого приема. 24 марта 2017 года, на следующий день после той роковой встречи с Атамбаевым, доктор записал: «Пациент в состоянии острого психоэмоционального шока. Пульс 130 ударов в минуту в состоянии покоя. Давление 190 на 120. Отказывается объяснять причину стресса. При попытке расспросить, начал плакать и попросил оставить его одного». Эргишов вспоминает, за 30 лет практики он видел инфаркты, инсульты, панические атаки, но никогда не видел, чтобы здоровый мужчина за одну ночь превратился в развалину. Что может так сломать человеческий организм? Какие слова обладают силой запустить процесс саморазрушения? И почему Турсунбеков категорически отказывался рассказать врачу, что произошло в президентском кабинете? Доктор Эргишов продолжает свой рассказ, и каждая деталь звучит как приговор не болезни, а системе. После того мартовского визита Турсунбеков приходил на прием каждую неделю. Его состояние не улучшалось, а планомерно ухудшалось, несмотря на все лекарства и процедуры. «Я предлагал ему лечь в больницу, пройти полное обследование, но он отказывался», — говорит врач, и его голос дрожит от сдерживаемых эмоций. Он говорил: «Талант, ты не понимаешь. Моя болезнь не в сердце, она в душе, и твои таблетки ее не вылечат». В кыргызской народной медицине существует понятие «кыңглёрусу» — болезнь души, которая проявляется через тело. Современная наука называет это психосоматическим расстройством, когда психологическая травма запускает реальные физические изменения в организме. Сердце начинает биться неправильно не потому, что с ним что-то не так, а потому что мозг посылает сигналы тревоги 24 часа в сутки. Организм существует в режиме постоянной угрозы, вырабатывая гормоны стресса, которые разрушают сосуды, повышают давление, изнашивают сердечную мышцу. Доктор Эргишев показывает анализы крови Турсунбекова за период с марта по ноябрь 2017 года. Уровень кортизола, гормона стресса, был в 3 раза выше нормы. Постоянно, каждый день. Как будто человек находился в состоянии смертельной опасности, хотя физически ему никто не угрожал. Может ли страх и стыд убить человека так же эффективно, как яд или пуля? Но медицинские карты раскрывают еще одну страшную деталь, о которой доктор Эргишев молчал все эти годы. В июне 2017 года, через 3 месяца после разговора с Атамбаевым, Турсунбеков пришел на прием и попросил выписать ему снотворное, сильное. «Я не сплю уже 2 месяца», — сказал он врачу. «Каждую ночь я вижу один и тот же кошмар. Мне снится, что я стою перед народом, и все показывают на меня пальцами и кричат: «Предатель! Трус! Ты продал свою честь!» Эргишев отказался выписывать сильнодействующие препараты, опасаясь, что пациент в таком состоянии может принять слишком большую дозу. Вместо этого он предложил консультацию психотерапевта. Турсунбеков вспылил. Впервые за все годы знакомства. «Ты думаешь, я сумасшедший? Ты думаешь, мне нужен психиатр? Мне нужно забыть, понимаешь? Забыть то, что мне сказали. Забыть, как меня унизили. Забыть, что я испугался и отступил». Он выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Это был последний раз, когда доктор видел его живым,
и способным на гнев. Все последующие визиты Турсунбеков приходил тихий, покорный, словно сломанный. Он принимал таблетки, кивал на рекомендации, но в его глазах не было надежды. Только усталость. Смертельная, всепоглощающая усталость от жизни, которая превратилась в пытку. Параллельно с разрушением здоровья шло разрушение карьеры. Атамбаев не просто заставил Турсунбекова отказаться от президентских амбиций. Он методично лишал его всех рычагов влияния. В апреле 2017 года, через месяц после той встречи, из парламента начали увольняться ключевые помощники спикера. Официально по собственному желанию. Фактически под давлением администрации президента. Один из бывших советников Турсунбекова, согласившийся на интервью при условии анонимности, рассказывает. «Мне позвонили из аппарата президента и сказали прямо: либо ты уходишь сам, либо мы найдем на тебя компромат и уволим с позором. Выбирай». Я выбрал первое. Я трус, да, но у меня семья, дети, ипотека. Я не мог рисковать. К лету Турсунбеков остался практически в изоляции. Его перестали приглашать на закрытые совещания, его мнение игнорировали при принятии решений, его инициативы блокировались в комитетах. Формально он оставался спикером парламента, одной из высших должностей в государстве. Фактически он превратился в декорацию, в пустое место, в человека, которого все видят, но никто не слышит. Для политика, который всю жизнь строил свою карьеру на уважении и авторитете, это было медленной казнью. Каждый день он приходил на работу и видел, как его игнорируют. Каждый день он понимал. Его сломали не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы он сам себя уничтожил. А в это время Атамбаев наслаждался своей победой. Летом 2017 года, когда предвыборная кампания шла полным ходом, президент проводил роскошные приемы в своей резиденции. Журналисты, получившие доступ к финансовым документам администрации, обнаружили шокирующие цифры. На один только банкет в честь визита иностранной делегации было потрачено 3 миллиона сомов. Это эквивалентно годовой зарплате 60 школьных учителей. Меню включало черную икру, привезенную из России, французское шампанское, мраморную говядину из Японии. В то же время средняя зарплата в Кыргызстане составляла 15 тысяч сомов в месяц. Едва хватало на аренду жилья и еду. Атамбаев жил в мире, где один ужин стоил как годовой бюджет целого села. И он не видел в этом ничего предосудительного. Более того, согласно источникам из его окружения, президент любил демонстрировать свое богатство и власть именно тем, кого считал слабаками. Он специально приглашал на эти банкеты людей вроде Турсунбекова, рассказывает бывший сотрудник администрации. Он хотел, чтобы они видели, вот что значит настоящая власть. Не ваши стихи и речи, а деньги, роскошь, способность сделать все, что захочешь. Это была не просто демонстрация богатства, это было унижение, систематическое, продуманное, жестокое. Но в окружении Атамбаева был человек, который наблюдал за всем этим с растущим отвращением. Его имя мы не можем назвать по соображениям безопасности, но назовем его Арстан. Это не настоящее имя, но оно отражает его роль. Арстан был одним из ближайших советников президента, человеком, который знал все секреты, все интриги, все грязные методы, которыми Атамбаев удерживал власть. Он присутствовал на той мартовской встрече с Турсунбековым. Он слышал те слова, которые сломали спикера. И он видел, как президент потом смеялся над этим, рассказывая своим приближенным. Я сказал ему одну фразу, и он сдулся как шарик. Вот что значит знать слабости людей. Арстан молчал тогда. Он молчал, когда Турсунбеков отказался от выборов. Он молчал, когда здоровье спикера начало ухудшаться. Но когда в ноябре пришла новость о том, что Турсунбеков ушел из жизни, что-то внутри Арстана переломилось. Он понял. Он был соучастником убийства. Не юридического, но морального. Он помогал системе, которая убивает людей не пулями, а словами. И теперь он должен был сделать выбор. Продолжать служить этой системе или рискнуть всем и рассказать правду. Что он выбрал? И какую цену ему пришлось заплатить за свой выбор? Арстан начал собирать доказательства. Тайно, по крупицам, рискуя каждый день быть раскрытым. Он копировал документы из президентского архива, записывал разговоры на диктофон, сохранял переписку в зашифрованных файлах. Его план был прост.
Дождаться момента, когда Атамбаев потеряет власть, и тогда обнародовать все. Показать стране, какими методами этот человек управлял. Показать, что Турсунбеков был не единственной жертвой. Были десятки других, кого ломали, запугивали, уничтожали морально и физически. Но Арстан не учел одного. В системе, построенной на страхе и контроле, нет места секретам. Служба безопасности президента следила за всеми, включая ближайших соратников. В августе 2017 года, за 3 месяца до трагедии с Турсунбековым, Арстана вызвали на профилактическую беседу. Ему показали распечатки его переписки, записи его телефонных разговоров, фотографии встреч с людьми, которых администрация считала неблагонадежными. «Мы знаем, что ты делаешь», — сказали ему. «Прекрати, пока не поздно, или ты закончишь хуже, чем Турсунбеков». Арстан испугался. Он удалил все файлы, уничтожил записи, прекратил контакты с журналистами. Он выбрал жизнь вместо правды. И этот выбор преследует его до сих пор. Сколько еще людей в окружении диктаторов делают такой же выбор каждый день? И можем ли мы осуждать их за это, не зная, какой ценой дается смелость? Представьте себе группу из 9 человек, которые знали абсолютно все о последних месяцах жизни Чинабая Турсунбекова, но хранили молчание 7 лет подряд. Это не журналисты, не политики и не члены семьи. Это медицинский персонал частной клиники «Алато», куда спикер парламента приезжал на еженедельные процедуры с апреля по ноябрь 2017 года. Главная медсестра Гульнара Асанова, проработавшая в этой клинике 23 года, согласилась встретиться с нами в небольшом кафе на окраине Бишкека. Ее руки дрожали, когда она доставала из сумки потрёпанную тетрадь в клеёнчатой обложке. «Я вела дневник», — сказала она тихо, оглядываясь по сторонам. «Каждый раз, когда он приходил, я записывала, что видела. Не медицинские показатели, их фиксировали врачи. Я записывала то, что они не замечали или не хотели замечать. Как он входил в клинику, как разговаривал с персоналом, что говорил сам себе, когда думал, что никто не слышит. В этой тетради 123 страницы наблюдений, которые раскрывают картину медленного умирания человека, чья болезнь началась не в теле, а в душе. Почему медсестра решила вести этот дневник? Что она увидела такого, что заставило ее нарушить врачебную тайну спустя столько лет? И самое главное, кто еще из той группы 9 человек готов заговорить? Гульнара Асанова открывает тетрадь на странице с датой 27 апреля 2017 года и начинает читать вслух. Турсунбеков пришел сегодня в 11 часов утра. Обычно он приходил с охраной и помощником, но сегодня был один. Лицо серое, под глазами темные круги. Руки трясутся так сильно, что не может расстегнуть пуговицы на рубашке. Я помогла ему. Он посмотрел на меня и сказал: «Спасибо, Гульнара Эже. Вы единственная, кто относится ко мне как к человеку, а не как к должности». Потом добавил тихо, почти шепотом: «Скоро должности не будет. Останется только человек. Больной, сломанный человек». Медсестра замолкает, вытирает слезы. Я тогда не поняла, что он имел в виду. Думала, что говорит о выходе на пенсию, но теперь понимаю. Он уже тогда знал, что умирает. Не от болезни сердца, от того, что внутри него что-то сломалось и не могло срастись. Она листает дальнейшие страницы, и каждая запись — это еще один шаг к пропасти. 3 мая. Отказался от обезболивающего, сказал, что физическая боль помогает не думать о другой боли. 17 мая. Спросил меня, верю ли я в Бога. Я ответила, что верю. Он сказал: «Тогда помолитесь за меня, потому что я больше не могу». 24 июня. Сегодня он не говорил вообще. Сидел в кресле после капельницы и смотрел в окно. Я спросила, все ли в порядке. Он повернулся ко мне, и я увидела в его глазах что-то страшное. Не боль, не страх. Пустоту. Может ли человек умереть от пустоты? От ощущения, что жизнь потеряла смысл, а будущее превратилось в приговор. Но самая страшная запись в дневнике Гульнары датирована 8 августа 2017 года, за 3 месяца до трагического финала. В тот день Турсунбеков пришел в клинику не на процедуру, а просто так, без предупреждения.
Он попросил медсестру посидеть с ним в пустом кабинете. «Я испугалась», — признается Гульнара. Подумала, что ему стало совсем плохо, и он хочет, чтобы рядом кто-то был. Но он не жаловался на боль. Он начал говорить о своей жизни, о том, как мечтал изменить страну, как верил, что честность и образование важнее денег и связей, как писал стихи о свободе и достоинстве. А потом сказал фразу, которую я запомнила дословно. «Гульнара же, знаете, что самое страшное? Не то, что меня сломали, а то, что я позволил себя сломать. Я мог бороться, мог рискнуть, но я испугался. И теперь каждое утро просыпаюсь и вижу в зеркале труса». Медсестра замолкает, не в силах продолжать. Через минуту она добавляет. Я пыталась его утешить. Сказала, что он не трус, что он защитил свою семью, что это был правильный выбор. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Но это была не улыбка. Это была гримаса человека, который уже принял решение. Какое решение? Я поняла это только в ноябре, когда услышала новость. Что происходит с человеком, когда он теряет уважение к самому себе? Когда каждый день становится напоминанием о собственной слабости? Когда зеркало превращается в обвинителя, а сон — в суд, где ты одновременно подсудимый и судья? Параллельно с разрушением личности шло разрушение тела, и медицинские документы клиники Алатоо фиксируют этот процесс с пугающей точностью. Доктор Токтагулов снимает очки и трёт переносицу. Я видел много пациентов, которые умирали от болезни сердца. Но Турсунбеков умирал не от болезни. Он умирал от нежелания жить. Его организм просто выполнял приказ, который отдал ему мозг. «Хватит, я устал. Я больше не хочу». Существует ли в медицине диагноз «смерть от стыда»? Или это просто красивая метафора для процесса, который наука называет психосоматическим расстройством, а народная мудрость — разбитым сердцем? Но клиника Алатоо хранит еще один секрет, о котором не знают даже близкие родственники Турсунбекова. В архиве клиники есть папка с грифом «Конфиденциально», в которой лежат документы, не вошедшие в официальную медицинскую карту пациента. Это записи психолога Айгуль Садыковой, которая по просьбе доктора Токтагулова провела несколько сеансов с Турсунбековым в июле и августе 2017 года. Айгуль согласилась встретиться с нами при условии, что мы не будем публиковать дословные цитаты из ее записей. Это нарушило бы профессиональную этику. Но общую картину она описать может. Чинабай Абдыкадырович страдал от того, что в психологии называется моральной травмой, объясняет она. Это состояние, когда человек совершает поступок или становится свидетелем события, которое противоречит его глубинным ценностям и убеждениям. Для солдата это может быть приказ убить мирного жителя. Для врача — отказ в помощи умирающему. Для Турсунбекова это был отказ от борьбы за президентское кресло под давлением угроз. Он всю жизнь учил людей не сдаваться, писал стихи о чести и достоинстве, а потом сам отступил. И это несоответствие между его ценностями и его поступком разрывало его изнутри. Психолог замолкает, подбирая слова. Он говорил мне: «Айгуль, я понимаю, что сделал правильный выбор, я защитил семью. Но почему тогда каждую ночь мне снится, что я стою перед моим отцом, и он отворачивается от меня?» Моральная травма не лечится таблетками. Она лечится только прощением, чужим
или собственным. Но Чиныбай Абдыкадырович не мог простить себя, и это его уничтожило. Сколько людей в истории умерли не от болезней, а от невозможности жить с тем, что они сделали или не сделали. А в это время, пока Турсунбеков медленно угасал в клинике на окраине Бишкека, в центре столицы разворачивалась предвыборная кампания, которая должна была короновать выбранного Атамбаевым преемника. Сааранбай Жээнбеков, бывший премьер-министр, человек без харизмы и амбиций, идеально подходил на роль управляемого президента. Атамбаев не скрывал своих планов. После передачи власти он собирался остаться главным кукловодом, контролируя нового президента через партию социал-демократов и лояльных силовиков. Это была не передача власти, а ее имитация. Народ должен был проголосовать, получить иллюзию выбора, а реальные решения по-прежнему принимались бы в резиденции Атамбаева. Турсунбеков понимал это. Он видел, как страна движется к новой форме диктатуры, более мягкой, более цивилизованной на вид, но не менее жесткой по сути. И он ничего не мог сделать. Потому что его сломали. Потому что его заставили замолчать. Потому что система, которую он пытался изменить изнутри, оказалась сильнее его. Один из бывших коллег Турсунбекова по парламенту, депутат Азамат Бекмуратов, вспоминает их последний разговор в кулуарах Жогорку-Кенеша в начале октября 2017 года. Я спросил его: «Чиныбай ага, почему вы молчите? Почему не выступаете против этого фарса?» Он посмотрел на меня долгим взглядом и ответил: «Азамат, когда тебя ломают, ты можешь кричать, можешь сопротивляться, можешь даже укусить того, кто тебя ломает. Но когда ты уже сломан, у тебя нет сил даже на крик. Остается только ждать, когда все закончится». Через месяц все действительно закончилось. Но не так, как ожидал Атамбаев. 23 ноября 2017 года, за 2 дня до того, как Турсунбеков покинул этот мир, произошло событие, о котором до сих пор мало кто знает. Спикер парламента попросил о встрече с одним из самых уважаемых религиозных лидеров Кыргызстана — имамом Абдулазиз Кары Мамасадыковым, человеком, чье слово имело вес даже для атеистов. Встреча состоялась не в мечети и не в официальном кабинете, а в частном доме имама, в небольшой комнате с видом на горы. Имам Абдулазиз Кары, которому сейчас 78 лет, согласился рассказать о том разговоре, потому что, по его словам, правда важнее тайны, когда речь идет о справедливости. «Чиныбай пришел ко мне не за религиозным советом», — говорит имам. Его голос звучит твердо, несмотря на возраст. «Он пришел за разрешением. Он сказал мне: Абдулазиз Ата, я устал. Я больше не могу нести этот груз. Скажите мне, простит ли Аллах человека, который выбрал жизнь вместо чести?» Я спросил его: «Ты говоришь о грехе или о слабости?» Он ответил: «Я не знаю разницы. Для меня это одно и то же». Имам замолкает, и в его глазах читается боль. Я сказал ему то, что говорю всем, кто приходит ко мне с таким вопросом. Аллах судит не по поступкам, а по намерениям. Если ты отступил, чтобы защитить невинных, это не грех, это жертва. Но Чиныбай покачал головой и сказал: «Я отступил не ради них. Я отступил, потому что испугался за себя, за свое имя, за свою репутацию. Это не жертва, это трусость». Имам благословил его, прочитал молитву, попросил Всевышнего даровать ему покой. Через 2 дня Чиныбай Турсунбеков ушел из жизни. Официальная причина — острая сердечная недостаточность. Но те, кто знал правду, понимали. Его сердце не выдержало ни болезни, а тяжести вины, которую он нес последние 8 месяцев. Может ли вина убить человека так же эффективно, как яд? И если да, то кто настоящий убийца? Тот, кто вызвал эту вину? Или тот, кто не смог с ней жить? Впервые за 8 лет человек, который был в том кабинете 23 марта 2017 года и слышал каждое слово разговора между Атамбаевым и Турсунбековым, согласился дать интервью. Его зовут Эрлан Касымов, бывший начальник протокольной службы президента.
Человек, чья работа заключалась в том, чтобы быть невидимым, но все видеть и все слышать. После отставки Атамбаева в 2017 году Касымов уехал из Кыргызстана, опасаясь преследований, и последние годы жил в Казахстане под чужим именем. Но недавно он принял решение вернуться и рассказать то, что знает. Потому что, по его словам, молчание делает тебя соучастником преступления, даже если ты просто стоял в стороне. Мы встретились с ним в небольшой квартире на окраине Алматы, где он согласился включить диктофон и произнести слова, которые могут изменить все наше понимание той трагедии. Что именно сказал Атамбаев Турсунбекову в тот вечер? Какие конкретные угрозы прозвучали? И почему Касымов решил молчать 8 лет, прежде чем заговорить? Его рассказ — это не просто свидетельство очевидца, это признание человека, который всю жизнь служил системе, а потом понял, что система превратила его в соучастника морального убийства. Эрлан Касымов говорит медленно, тщательно подбирая слова, словно каждая фраза дается ему с трудом. «Я должен был находиться в кабинете во время той встречи, потому что по протоколу любая беседа президента с высокопоставленным чиновником фиксируется. Но Атамбаев приказал мне выключить диктофон и стоять у двери, чтобы никто не вошел. Я стоял спиной к ним, но слышал каждое слово. Он делает паузу, закрывает глаза, словно заново переживая ту сцену. Атамбаев начал разговор спокойно, почти дружелюбно. Спросил о здоровье, о семье, о планах. Турсунбеков расслабился, начал говорить о своем желании баллотироваться в президенты, о программе реформ, которую он разработал. И тут Атамбаев резко изменился. Голос стал жестким, холодным. Он сказал: «Чыныбай, ты умный человек, поэтому я скажу тебе прямо. Ты не пойдешь на выборы. Потому что если ты пойдешь, я уничтожу тебя. Не физически, это слишком грубо. Я уничтожу твою репутацию так, что твои внуки будут стыдиться носить твою фамилию». Касымов открывает глаза, и в них читается боль. Турсунбеков пытался возразить, сказал что-то о демократии, о праве каждого гражданина участвовать в выборах. Атамбаев рассмеялся. Не весело, а презрительно. И произнес фразу, которую я запомнил дословно. «Демократия? Чыныбай, ты что, правда веришь в эти сказки? Демократия — это когда народ думает, что выбирает, а на самом деле выбираю я. И я уже выбрал. Не тебя». Может ли один разговор изменить судьбу человека? Может ли несколько фраз запустить процесс, который через 8 месяцев приведет к трагическому финалу? Но самое страшное, по словам Касымова, прозвучало в конце разговора, когда Турсунбеков попытался апеллировать к совести президента, напомнил ему об их общем прошлом, о том, как они вместе боролись за независимость Кыргызстана в 90-е годы. Атамбаев встал из-за стола, подошел к Турсунбекову вплотную и сказал тихо, но так, что каждое слово было слышно: «Ты думаешь, я забыл, как ты голосовал против моих инициатив в парламенте? Как ты критиковал меня на закрытых совещаниях? Как ты строил из себя святого, пока я делал грязную работу? Я все помню, Чыныбай. И у меня есть досье на тебя. Каждая твоя ошибка за 30 лет, каждый сомнительный контракт, каждая встреча с людьми, которых лучше не знать. Если ты пойдешь на выборы, я опубликую это досье. И тогда твои стихи о чести будут звучать как насмешка». Касымов замолкает, вытирает пот со лба. Турсунбеков побледнел. Я видел его спину. Она ссутулилась, словно на него навалили огромный груз. Он попытался что-то сказать, но Атамбаев не дал ему договорить. Он произнес ту самую фразу. «Мен сени түбүңө жетем». «Я доберусь до твоих корней». И добавил: «Ты знаешь, что это значит в нашей культуре? Это не угроза тебе. Это угроза твоему роду, твоему имени, твоей памяти. Подумай об этом». После этих слов Турсунбеков встал, молча вышел из кабинета, даже не попрощавшись. Касымов вспоминает. Я проводил его до выхода. Он шел, держась за стену. Я спросил: «Чыныбай ага, вам помочь?» Он посмотрел на меня, и я увидел в его глазах что-то, что не могу забыть до сих пор. Ни страх, ни гнев. Пустоту. Как будто внутри него что-то умерло в ту же секунду.
Что происходит с человеком, когда его лишают не жизни, а смысла жизни? Когда ему говорят: ты можешь дышать, ходить, существовать, но твоя мечта, твоя цель, твое предназначение — все это больше не принадлежит тебе. Касымов продолжает свой рассказ, и каждая деталь добавляет новые краски к портрету системы, где власть держится не на законах, а на страхе и манипуляциях. После того разговора Атамбаев вызвал меня обратно в кабинет и сказал: «Эрлан, ты ничего не слышал. Этого разговора не было. Если кто-то спросит, скажешь, что обсуждали парламентскую повестку, понял?» Я кивнул. Что еще мне оставалось делать? Я был винтиком в машине, которая перемалывала людей. Он замолкает, и в его голосе звучит горечь. Но самое страшное случилось через неделю. Атамбаев собрал узкий круг своих советников и рассказал им о встрече с Турсунбековым. Он смеялся, говорил: «Я сказал ему одну фразу про корни, и он сдулся как шарик». Вот что значит знать психологию людей. Интеллигенты, они все одинаковые. Им страшнее потерять репутацию, чем жизнь. Все смеялись вместе с ним. Я тоже улыбался, потому что не улыбаться было опасно. Но внутри меня что-то переломилось. Я понял. Я служу не государству, а человеку, для которого унижение другого человека — это развлечение. Касымов встаёт, подходит к окну, смотрит на серое небо над Алматы. Когда в ноябре я услышал новость о смерти Турсунбекова, я не удивился. Я знал, что это произойдет. Потому что человека можно убить не только пулей или ядом. Его можно убить словами, если знаешь, какие слова причиняют самую сильную боль. Атамбаев знал, и он использовал это знание как оружие. Сколько еще людей в истории Кыргызстана были уничтожены таким же способом? Сколько карьер, судеб, жизней было сломано в закрытых кабинетах, где не работают диктофоны и не ведутся протоколы? Но история Турсунбекова — это не только история жертвы, это еще и история предательства. Потому что в последние месяцы жизни спикера рядом с ним был человек, которому он доверял безгранично. Человек, который знал все его планы, все его страхи, все его слабости. И этот человек передавал всю информацию напрямую в администрацию президента. Его имя — Талгат Аразбаев, бывший помощник Турсунбекова по политическим вопросам. Человек, который работал с ним 15 лет и считался почти членом семьи. После смерти Турсунбекова Аразбаев неожиданно получил высокую должность в аппарате нового президента Жээнбекова. Должность, которая явно не соответствовала его квалификации и опыту. Это вызвало вопросы у журналистов, но никто не копал глубже. До сегодняшнего дня. Бывший сотрудник службы безопасности президента, согласившийся дать комментарий при условии полной анонимности, раскрыл шокирующую информацию. Аразбаев был завербован администрацией Атамбаева еще в 2016 году, за год до трагедии. Его задачей было следить за Турсунбековым, докладывать о каждом его шаге, каждом разговоре, каждом плане. Аразбаев получал за это деньги и обещания карьерного роста, говорит источник. Он был классическим агентом влияния. Турсунбеков доверял ему, делился с ним своими сомнениями, страхами, планами, а Аразбаев передавал все это наверх. Фактически он помог Атамбаеву собрать то самое досье, которым потом шантажировали спикера. Предательство близкого человека — это удар, от которого не оправиться. Особенно, когда ты уже сломлен и держишься из последних сил. Знал ли Турсунбеков о предательстве Аразбаева? И если знал, то как это повлияло на его решение больше не бороться? Ответ на этот вопрос дает дневник самого Турсунбекова, который был обнаружен его вдовой Гульнарой только через год после его ухода из жизни. Она хранила этот дневник в тайне, опасаясь, что его публикация может навредить семье. Но недавно, после того, как Атамбаев сам попал под следствие и потерял политическую защиту, она согласилась показать несколько страниц журналистам. Запись от 15 октября 2017 года, за месяц до трагедии, гласит: «Сегодня я случайно увидел переписку Талгата с кем-то из администрации президента. Он забыл закрыть ноутбук, когда вышел из кабинета. Я не хотел читать, но первая фраза бросилась в глаза. Турсунбеков планирует встречу с оппозиционными депутатами. Я прочитал дальше. Всю переписку.
Каждое мое слово, каждый мой план, каждая моя слабость — все это было передано тем, кто меня ломает. Талгат. Человек, которого я считал братом. Человек, которому я доверял больше, чем себе. Он предал меня. Не за идею, не за убеждение. За деньги и должность. Я не стал его конфронтировать. Зачем? Система, которая превращает братьев в предателей, сильнее любых слов. Я просто понял. Я один. Совсем один. И эта война уже проиграна. Эта запись — ключ к пониманию того, что произошло дальше. Турсунбеков не просто сдался под давлением Атамбаева. Он сдался, потому что понял, даже те, кому он доверял, работают против него. Система коррумпировала всех, и сопротивляться ей в одиночку было бессмысленно. После смерти Турсунбекова Атамбаев продолжал править страной из тени, контролируя своего преемника Жээнбекова и наслаждаясь безнаказанностью. Но история имеет свойство делать неожиданные повороты. В 2019 году Жээнбеков, которого все считали марионеткой, внезапно восстал против своего патрона. Началось противостояние, которое закончилось штурмом резиденции Атамбаева и его арестом. Бывший президент, который еще недавно казался неприкасаемым, оказался на скамье подсудимых. Обвинения были разными: коррупция, злоупотребление властью, организация массовых беспорядков. Но самое символичное обвинение так и не было предъявлено. Моральное убийство Чыныбая Турсунбекова. Потому что в кыргызском законодательстве нет статьи за то, что ты сломал человека словами, довел его до болезни и смерти психологическим давлением. Юридически Атамбаев не виновен в гибели Турсунбекова. Но морально? Исторически? Перед памятью народа? Когда Атамбаева вели в зал суда, журналисты кричали ему вопросы. Один из них спросил: «Вы чувствуете вину за смерть Турсунбекова?» Атамбаев остановился, посмотрел прямо в камеру и сказал: «Турсунбеков умер от болезни сердца. И я тут ни при чем. Техническая правда. Но правда ли это на самом деле? Судьба предателя Талгата Аразбаева сложилась иначе, чем он ожидал. После ареста Атамбаева новая власть начала зачистку его окружения, и Аразбаев попал под следствие по обвинению в коррупции. Оказалось, что деньги, которые он получал за шпионаж против Турсунбекова, проходили через счета, связанные с отмыванием средств. Аразбаев пытался бежать из страны, но был задержан на границе с Казахстаном. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима. Его бывшие коллеги рассказывают: в тюрьме он сломался. Начал писать письма с просьбами о прощении семье Турсунбекова. Вдова спикера Гульнара получила одно из таких писем. В нем Аразбаев писал: «Я не понимал, что делаю. Я думал, что это просто политическая игра, что все так играют. Я не знал, что мои доносы станут оружием, которое убьет человека, которого я уважал. Простите меня. Я не заслуживаю прощения, но прошу его». Гульнара не ответила на это письмо. Она сказала журналистам: «Прощение — это дело Бога. Я не могу простить человека, который предал моего мужа и довел его до могилы. Пусть он живет с этим друзом. Это его наказание». Предательство не прощается, даже если предатель раскаялся. Потому что некоторые поступки невозможно исправить, даже если ты осознал их чудовищность. Прошло 8 лет с того ноябрьского дня, когда Чыныбай Турсунбеков покинул этот мир. Кыргызстан пережил еще одну революцию, смену власти, политические кризисы. Атамбаев из всесильного правителя превратился в заключенного, отбывающего срок за коррупцию. Жээнбеков, который должен был быть послушной марионеткой, сам был свергнут народным восстанием. Система, которая казалась вечной, рухнула. Но память о Турсунбекове осталась. В Бишкеке одна из улиц теперь носит его имя. В школах изучают его стихи. Молодое поколение, которое не помнит тех событий, знает его как поэта и политика, но не знает, как он ушел из жизни и почему. Вдова Гульнара создала фонд имени мужа, который помогает молодым поэтам и писателям. Она говорит: «Чыныбай мечтал о Кыргызстане, где талант и честность ценятся выше денег и связей. Он не дожил до такого Кыргызстана. Но я верю, что когда-нибудь эта мечта осуществится».
Дети и внуки Турсунбекова живут обычной жизнью, стараясь не привлекать внимания. Они не дают интервью, не участвуют в политике, не комментируют прошлое. Один из внуков, студент медицинского университета, сказал в частной беседе: «Дедушка учил нас, что честь дороже жизни. Но он же показал, что иногда честь может стоить жизни. Я до сих пор не знаю, как правильно жить с этим знанием». Но остается главный вопрос, на который нет однозначного ответа. Был ли Турсунбеков героем или жертвой? Должен ли он был бороться до конца, рискуя семьей и репутацией? Или он сделал единственно возможный выбор в ситуации, где все варианты вели к поражению? Психологи, изучающие феномен моральной травмы, говорят: нет правильного ответа. Каждый человек имеет свой предел прочности, свою точку, после которой сопротивление становится невозможным. Турсунбеков достиг этой точки в том президентском кабинете мартовским вечером 2017 года. Он мог бы продолжить борьбу, но цена была слишком высока. Не для него, для тех, кого он любил. И он выбрал их безопасность вместо своей мечты. Это не трусость, это жертва. Но жертва, которую он не смог принять внутренне, потому что она противоречила всему, во что он верил всю жизнь. Историки будущего будут спорить о его выборе, но одно несомненно. Система, которая ставит человека перед таким выбором, — это преступная система. И те, кто создал и поддерживал эту систему, несут ответственность за каждую жизнь, которую она сломала. Есть еще одна деталь, которую мало кто знает. За неделю до своего ухода Турсунбеков написал последнее стихотворение. Оно не было опубликовано. Его нашли в его личных бумагах. Вдова Гульнара разрешила процитировать несколько строк. «Я шел по жизни с гордо поднятой головой, учил других не сгибаться перед бурей. Но когда буря пришла за мной, я согнулся. Не от страха за себя, а от страха за тех, кто идет за мной. Простите меня, если можете. Я не смог быть тем героем, которого вы ждали. Я оказался просто человеком, слабым, испуганным, сломленным. Но даже сломленный я помню, честь дороже жизни. Просто иногда жизнь забирает у тебя и честь, и саму себя». Эти строки — завещание человека, который понял, что проиграл, но не смирился с поражением. Они звучат как приговор не ему, а системе, которая его сломала. Может быть, в этом и есть его последняя победа. Он не оправдывал себя, не обвинял других, а просто сказал правду. Горькую, страшную, но правду. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Ченыбая Турсунбекова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории, которую скрывают от народа.